Здравствуйте, уважаемые участники и организаторы 6-й республиканской конференции «Инклюзивное образование. Опыт, проблемы, взаимодействия». Открыл нашу программу волевой, талантливый человек, обладатель гран-при конкурса фестиваля творчества среди людей с инвалидностью «Радуга талантов» 2022 года Константин Холдин. Воспитанник детской музыкальной школы поселка городского типа Краснозатонский, преподаватель Светлана Ковалева, концертмейстер Ольга Гарферт. Ваши аплодисменты. Вопрос интеграции в общество людей с ограничениями по здоровью очень важный, и наше государство прилагает большое количество усилий для формирования качественной и комфортной среды, от вопросов законотворчества до бытовых условий. Конечно, эта сложная работа лежит на плечах настоящих профессионалов, что готовы идти вперед и вести за собой людей и развивать территории. Сегодня эти люди здесь. Прошу всех встать, звучат государственные гимны Российской Федерации и Республики Коми.
Открывает пленарное заседание 6-й республиканской конференции «Инклюзивное образование. Опыт, проблемы взаимодействия» Карачева Лариса Юрьевна, заместитель председателя правительства Республики Коми. Уважаемые участники и гости конференции, я рада приветствовать вас на этом мероприятии, ставшем уже традиционным для нашей республики. 4-я республиканская конференция по инклюзивному образованию позволяет объединить лучших единомышленников Республики Коми в вопросах поддержки и сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья. 4-я республиканская конференция «Инклюзивное образование. Опыт, проблемы, взаимодействия» является важным событием для общественности, поскольку здесь определяются новые направления и практики сопровождения людей с инвалидностью. Транслируется положительный опыт в создании условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также происходит рассмотрение актуальных вопросов и поиск эффективных решений. Подобное обсуждение является значительным шагом в развитии инклюзивного образования, способствует обмену мнениями между представителями общественных организаций, представителями власти, представителями педагогической общественности и родительским сообществом, поддерживает связь между наукой и практикой. Данная конференция позволяет сделать это в формате открытого диалога. Сегодня нам предстоит обсудить вопросы межведомственного и межотраслевого взаимодействия. Уверена, вместе мы найдем верные решения актуальных проблем и обозначим направления деятельности, поддержки и сопровождения людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Желаю вам результативных дискуссий, установления крепких партнерских связей и успехов в реализации намеченных планов. Для приветствия приглашается Колпащикова Маргарита Михайловна, председатель Коми республиканской организации, общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов. Дорогие друзья, добрый день. 6-я конференция, а я по-прежнему волнуюсь. Но очень надеюсь, что все у нас получится. На протяжении всех предыдущих лет мы в большей степени всегда обсуждали вопросы, связанные с трудностями, с проблемами. Потом начали говорить об опыте своем, об опыте других. И примером этому конференция прошлого года, когда в ней приняли участие более 800 человек из 25 регионов России плюс Белоруссия. И мы узнали опыт не только наших регионов, но и наших соседей Белоруссии. Мы очень много работали над тем, чтобы была принята программа, и говорили о ней в резолюции наших конференций, обязательно вносили. Это программа развития инклюзивного образования в Республике Коми. И я хочу всех нас поздравить с тем, что эта программа есть, она утверждена, и самое главное, что она утверждена с деньгами. Это самое главное, потому что, когда есть намерение, это одно, а когда есть подкрепленная программа ресурсами, это, конечно, уже другое дело. И здесь я благодарю правительство Республики Коми, я благодарю Государственный совет Республики Коми за то, что поддержали эту программу. Но, конечно, особые слова благодарности Министерству образования, Наталья Владимировна, вам. Я считаю, сегодня Министерство, Наталья Владимировна, это один из наших основных партнеров нашей организации. Огромное спасибо за то, что дали возможность работать над этой программой не только педагогическому сообществу, чиновникам, но и родительскому сообществу и общественности. И вот у нас сейчас есть такая программа. Я благодарю Дом дружбы, которые предоставляют нам, и в очередной раз предоставили эту площадку. В этом году мы ее имеем бесплатно. Спасибо огромное, дай Бог всем здоровья. И мои слова благодарности министру труда
занятости и социальной защите Екатерине Георгиевне Грибковой, потому что для них образование, ну, как бы не основная тема, но они приняли тоже самое активное участие в подготовке, и сегодня вторая площадка будет проходить непосредственно при их участии организационном, при их и ресурсном, поэтому посмотрим, что у нас из этого получится, но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Я, конечно, благодарю всю команду, Наталья Владимировна, вашу, потому что это денно и ночно, это мы бесконечно были на связи до последнего, и я думаю, что у нас получилось, я имею в виду организация, что будет дальше, мы посмотрим. Коми республиканская организация имеет центр мониторинга проблем, трудностей, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Мы это делаем постоянно, разные темы мониторим. И естественно, что в течение года с той конференции до этой мы тоже проводили мониторинги. Мы выявили еще, ряд, будем говорить, наверное, таких сложных вопросов, которые мы с Натальей Владимировной в начале года обсудили, она меня поддержала, и эти вопросы мы вынесли на эту конференцию. Конечно, это вопросы сопровождения детей 18+, детей, имеющих ментальные проблемы. Здесь моя большая надежда на Варди, Юлия Михайловна здесь со своей командой. Я думаю, что нам удастся этот вопрос очень хорошо проговорить и какие-то предложения в итоговый документ тоже внести. Вернее, еще одна была тема, она у нас идет давно, она даже заявлена в названии нашей конференции, это взаимодействие. Вы знаете, вот не даст мне соврать Ухта, Лариса Алексеевна здесь находится, замначальника управления образования, что вот до тех пор, пока мы не возьмемся все вместе за руки, у нас везде будут затыки. Мы должны быть все вместе, мы должны все вместе понимать, что мы делаем. Для кого мы уже понимаем, а что мы делаем. И что нужно сделать для того, чтобы сработала эта система взаимодействия, чтобы у нас получилось с вами создать условия для детей с различными проблемами в здоровье, с образовательными проблемами, чтобы они чувствовали себя комфортно в нашей республике, чтобы они получали не только образование, но, возможно, и профессию, чтобы они могли работать утром, знаете, как выходя утром, я иду на работу, а вечером возвращаюсь. Это счастье, его испытать должен каждый человек, несмотря на его физическое состояние. Поэтому вот площадка взаимодействия для меня сегодня вот тоже очень важна. Ну и третья площадка, вернее, наоборот, первая площадка, я к ней возвращаюсь, площадка, на которой работает наша организация, это площадка по созданию условий доступности. Мы действительно с Натальей Владимировной встречаемся раз в квартал, обсуждаем проблемы. И я ее проинформировала о том, что мы провели мониторинг всех сайтов образовательных учреждений Республики Коми, абсолютно всех, детских садов, школ, профессиональных учреждений, высшие учебные заведения. И картину, которую мы вынесли, я ей рассказала, поэтому у нас появилось вот это предложение провести вот эту площадку, рассказать. И я уверена, что приехали сегодня представители муниципалитетов, представляющие образование и представляющие исполнительную власть, для того, чтобы нам все вместе посмотреть, все-таки, что нужно сделать для того, чтобы эти условия создавать, потому что с кем бы я ни говорила, и с какой бы, вернее, какая бы это была ни была аудитория, я задаю первый вопрос, что вам нужно, чтобы создать условия для получения доступного качественного образования. Я думаю, все знают, да, ответ один – деньги. А мы должны сегодня с вами посмотреть то, что нам говорит современное законодательство, то, на что нужно делать акценты для того, чтобы действительно условия создавать, но не говорить о том, что вот нет денег, ничего делать не будем. Поэтому вот на первой площадке мы сегодня постараемся это обсудить с моими коллегами, предложим, вернее, расскажем о том, что есть в России, для того, чтобы понимать, как мы выстроим эту работу у нас в республике, в муниципалитетах, для того, чтобы действительно, знаете, у нас такой девиз был «Республика Коми – республика равных возможностей для всех». В последнее время мы говорим «Республика Коми комфортно, удобно, доступно всем». Вот мне очень хочется, чтобы мы вот такими с вами и были. Я желаю плодотворной работы нам всем. Я очень прошу модераторов не забывать о том, что мы собрались не для того, чтобы услышать опыт, он у нас правда хороший, у нас есть чем
похвастаться в хорошем смысле, да, но я бы очень хотела, чтобы мы все-таки не забывали обращать внимание на то, что трудности по-прежнему есть. И нам необходимо понимать, что еще нужно сделать на уровне Государственного совета, на уровне правительства, на уровне министерств, ведомств, муниципалитетов, что нам нужно сделать, чтобы у нас и условия создавались, и ребята себя чувствовали хорошо и комфортно, те, у которых есть трудности. И естественно, что это все только при взаимодействии. Какую систему создать, что нужно еще разработать. Если это деньги, об этом мы тоже с вами должны говорить, но это тогда, когда у нас появится действительно понимание программы, да? То есть мы будем понимать, что нам нужно. Я желаю всем нам, самое главное, взяться за руки, отработать и сделать так, чтобы итоговый документ был полезным, и чтобы мы действительно могли на следующей конференции сказать, мы это сделали. Спасибо большое. Для приветствия приглашается Валентина Васильевна Жиделева, заместитель председателя Государственного совета Республики Коми. Дорогие друзья, коллеги, я благодарна всем, кто сегодня находится в этом зале и решает те задачи, которые стоят в целом перед нашим обществом. Обеспечить комфортное пребывание всех категорий наших замечательных граждан, маленьких наших граждан, россиян и в образовательной организации, и на спортивных площадках, в музыкальных школах, в театрах. И сегодня мы попытаемся с вами эти проблемы решить. Но прежде чем о чем-то говорить, я хочу, чтобы мы вместе с вами поаплодировали человеку, который обеспечивает в нашей республике решение этих вопросов. Это уважаемой Маргарите Михайловне Колпащиковой. Я хочу сказать, что многое бы не было решено до сегодняшнего дня, если бы вы, уважаемая Маргарита Михайловна, так настойчиво, так профессионально и с любовью не ставили эти вопросы перед законодателями, перед правительством Республики Коми, перед общественными организациями. И хочу сказать, что вы, наверное, один из самых профессиональных наших общественников, что говорить, вы возглавляли Общественную палату Республики Коми. У вас замечательная общественная организация, но я хочу сказать, Маргариты Михайловны очень не хватает в Государственном совете Республики Коми. Потому что еще Конфуций говорил о том, что бы мы с вами ни обсуждали, в последнем счете сводится к разговору о деньгах. Поэтому, что бы мы с вами ни говорили, и какие бы у нас замечательные намерения не были для обеспечения доступности, инклюзии, как вы говорите, конечно, для этого нужны деньги. И вы частый гость в Государственном совете, и мы вас готовы видеть там еще чаще, приглашаем, я думаю, на все мероприятия, но тем не менее, вот такая каждодневная работа, она могла бы действительно придать новый импульс в решении этих задач. И здесь я очень надеюсь, что сегодня будет заинтересованный разговор. Вот, уважаемая Лариса Юрьевна, к вам обращаюсь. Посмотрите все на программу, которая нам сегодня предоставлена. Правительство Республики Коми. Нет Государственного совета, но для нас это не важно. Мы все равно будем с вами, и здесь вот 4 депутата Государственных совета присутствуют, практически все, кто социальный блок представляет, и мы работаем с вами. Но кто открыл нашу сегодняшнюю конференцию, форум? Замечательный воспитанник Краснозатонской музыкальной школы. Краснозатонскую школу курирует Министерство культуры. Я так правильно понимаю, Наталья Владимировна? А где у нас? У нас присутствует, и я видела, я с программой очень внимательно ознакомилась. Вот у нас будет доклад и по нашему театру Савина, уважаемый
наш Владимир Леонидович будет делать. А какой у нас театр есть сегодня в Государственном университете? Он по существу из ребят, которые, как мы говорим, нуждаются в этом инклюзии. И сколько мы решаем проблем. А в пятницу было мероприятие, на котором была, еще раз хочу к вам, Лариса Юрьевна, обратиться, Маргарита Михайловна, и мы рассматривали программу, касающуюся адаптивной физкультуры. Вот присутствует руководитель нашей комиссии по здравоохранению, спорту. И хочу сказать, что практически во время нашего заседания мы узнаем о том, что программа, которая была сформирована в Министерстве спорта, в правительстве, касающаяся как раз адаптивной физкультуры и спорта, не принята. Я считаю, что это чрезвычайное происшествие, которое произошло. До 2021 года программа работала, она разработана, и на сегодняшний день вот кто-то посчитал, что не должно быть такой программы. Я думаю, что мы в ближайшее время должны с вами собраться. Вот это будет уже наше с вами решение в развитии. Поэтому я-то считаю, как бы мы ни говорили сегодня на первой секции о том, что нам необходимо создавать условия, доступность для инклюзии, для образования, да, у нас образованием как будто бы определено, хотя я-то считаю, что здесь и действительно и культура, и спорт. Вторая секция, и действительно Министерство социальной защиты в этом направлении работает, то, что касается проживания и адаптации наших ребят с ограничениями по здоровью. Но третья секция, и я очень прошу всех, кто будет в этом принимать участие, мне кажется, самая основная, о межведомственном взаимодействии в решении вопросов инклюзивного образования, культуры, спорта. И так как все-таки это наши дети, а за наших детей в республике отвечает наше уважаемое Министерство образования, науки и молодежной политики, и уважаемая Наталья Владимировна, которая всегда откликается на решение этих вопросов. Это все-таки основной оператор в решении этих. Но, пожалуйста, подключите и Министерство физической культуры, национальной политики, здесь у нас уже определено, Министерство культуры, друзья мои, потому что это сегодня очень и очень важно. И вот тогда мы точно сможем с вами обеспечить комфортное пребывание наших детей, которые, к сожалению, к большому нашему сожалению, имеют ограничения по здоровью, и заниматься, учиться, заниматься спортом, культурой, быть на всех тех мероприятиях, на которых бываем мы с вами, и даже не задумываемся над тем, а как нам туда попасть. Поэтому спасибо большое, низкий поклон всем, кто этим занимается, и жду очень интересных предложений и решений для того, чтобы продолжить ту работу, которую мы уже много лет ведем вместе с уважаемой Маргаритой Михайловной. Спасибо. Для приветствия приглашается Татьяна Анатольевна Козлова, уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень хотелось бы, не буду зачитывать тот текст, который у меня сегодня есть, подготовлен. Очень бы хотелось, чтобы девизом нашего сегодняшнего мероприятия, 6-й конференции, стал посыл от инклюзивного образования к инклюзивному обществу. В зале с каждым годом становится все больше общественных организаций. Эти общественные организации чаще всего возглавляют родители детей с инвалидностью. Они видят те проблемы, которые возникают с их образованием, социализацией, адаптацией. И НКО всегда возникает там, где государство не дорабатывает. На сегодняшний день, как никто другой, наши некоммерческие организации являются нашими помощниками. И очень бы хотелось, конечно, чтобы мы друг друга слышали, уважали и
эффективность нашего взаимодействия приводила только к тому, чтобы нашим детям, которые у нас есть в Республике Коми, жилось легче, светлее, ярче, чтобы была возможность реализации и развития. Я очень надеюсь, что мы сегодня плодотворно поработаем, а будет обмен опытом между организациями образования, между общественными организациями, между родителями, которые есть у нас в зале. Неравнодушие, наверное, это тот луч света, который помогает найти выход в любой ситуации, а выход есть у нас всегда. Поэтому спасибо за то, что этот день вы проводите с нами. Мы очень надеемся, что будет очень хорошая резолюция с хорошими предложениями, совместными, наверное, какими-то решениями. И через год, Маргарита Михайловна, я очень надеюсь, что общественные организации, которые сегодня еще в развивающем состоянии находятся, станут представителями со стороны спикеров и уже поделятся своим опытом. Благодаря вам большой союз, скажем так, некоммерческих организаций, которые занимаются инклюзивным образованием, он у нас развивается, появляется, чувствует свою поддержку. Спасибо вам большое. Всем хорошей, плодотворной работы. Для приветствия приглашается Вера Борисовна Железцова, уполномоченный по правам человека в Республике Коми. Добрый день, уважаемые участники конференции. Вы знаете, наша жизнь так устроена, что в ней очень много различных проблем и неразрешенных вопросов. Но человек такое существо, которое, наверное, никогда не проникнется той или иной проблемой, пока она не коснется его лично или пока не коснется его профессиональной сферы. И знаете, наверное, это произошло и со мной, когда Маргарита Михайловна пригласила меня на это мероприятие. Я посмотрела на название и думаю, инклюзивное образование, вообще что это такое? Я ведь этим никогда не занималась, и я не представляю, что это. Но так получилось, что 3 дня назад я поехала в город Печору, и мне попалась попутчица, жительница Нижнего Новгорода. И вы знаете, мы с ней всю ночь проговорили о ее ребенке. Ее ребенок болеет, у него диагноз аутизм. И она мне рассказала, через что ей пришлось пройти, чтобы ее ребенок обучался в обычной школе, чтобы у него был тьютер, чтобы ребенка сопровождали, чтобы он влился в коллектив. И самое хорошее, что произошло, это то, что ребенок на самом деле в коллектив влился. У него совершенно другой взгляд. Он стал решать те задачи, которые изначально решить не мог. И на сегодняшний день у нее стоит другая проблема. У них в Нижнем Новгороде в основном тьютеры сопровождают детей только в начальной школе. Ребенок переходит в 5 класс. И она рассказала о том, что сейчас очередной этап в ее жизни – это сделать так, чтобы сопровождающий был уже и в средней школе. Вы знаете, дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды, и не только дети, и взрослые 18+, так скажем, они ведь все, наверное, нуждаются больше не в каком-то особом нашем отношении, а в том, чтобы мы помогли реализовать их достижения, их таланты, и помогли сделать так, чтобы их успехи приносили пользу нашему обществу. Конечно, инклюзивное образование, оно признано мировым сообществом самым гуманным, но мы понимаем прекрасно, как правильно сказала Маргарита Михайловна, что не приложив всеобщие усилия, мы результатов не достигнем. Работать должны все – образование, медицина, социальные службы, родители. И я думаю, что в нашей республике мы будем и далее к этому стремиться, и все у нас получится. Поэтому сегодня я хочу всем пожелать успехов, плодотворной работы, и очень надеюсь на то, что на этой конференции вы выработаете такие идеи, которые впоследствии откроют вам новые возможности. Перед тем, как перейти непосредственно к пленарной части конференции, мы приглашаем на сцену воспитанников специализированной коррекционной школы-интерната номер 4. У ребят есть замечательное весеннее пожелание и правильный настрой на грядущую важную работу. Ярче улыбайтесь!
большом сияет звезда, и свет ее манит. Ты сердце открой и помни всегда, она тебя не обманет. Отрывайся, наслаждайся, это твой полет. Пусть тебя на крыльях сильных музыка несет. Давай, давай, ярче улыбайся, лови свой шанс и иди к мечте. Давай вперед, только не сдавайся, и как звезда 100 раз засияешь ты. Лишь звездная пыль коснется ресниц, судьбу не изменишь. Глаза распахнув, ты будешь лететь и в сказку свою поверишь. В лабиринте всех созвездий ты оставишь след и поймешь сегодня-завтра будущих побед. Давай, давай, ярче улыбайся, лови свой шанс и иди к мечте. Давай вперед, только не сдавайся, и как звезда 100 раз засияешь. Давай, давай, ярче улыбайся, лови свой шанс и иди к мечте. Давай вперед, только не сдавайся, и как звезда 100 раз засияешь ты. И как звезда 100 раз засияешь ты. Правильный настрой получен, я надеюсь. Для приветствия приглашается Наталья Владимировна Якимова, исполняющая обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы здесь все коллеги, единомышленники. И вот действительно в 6-й раз мы собираемся, на мой взгляд, на самое значимое событие, межотраслевое событие каждого года. И каждый раз, готовясь к этой конференции, а готовимся мы заранее, мы с Маргаритой Михайловной еще в январе обсуждали то, о чем мы будем говорить, то, что важно сейчас и как это сделать. И здесь я прокомментирую слова Валентины Васильевны по поводу того, что надо привлекать всех, объемлить необъемлемое, а мы так и делаем на самом деле. Ведь образование – это не только детский сад, школа, техникум, учреждение доп. Образования. Образование – это все. Это там, где наш ребенок. Он может воспитываться и образовываться, обучаться в одной среде, в другой среде. И, конечно, нам всегда хочется на конференции раскрыть все двери. Но мы определили, что для нас в этом году очень важно и значимо обсудить действительно межведомственное взаимодействие, начиная с ранних этапов жизни ребенка. И самое еще такое ключевое, что сложно решается, сложно получается, это создание условий разных. И третье, о чем мы никогда раньше в таких форматах не говорили, это сопровождение взрослого ребенка. Закончилась школа, он получил профессию, а дальше что? И вот здесь очень важно, и впервые у нас такая конференция, все 3 площадки носят исключительно межведомственный характер. Именно поэтому, вот если вы посмотрите на программу, вы поймете, почему именно эти участники, эти организаторы этой 6-й конференции и случились. Но все-таки, вспоминая конференцию 1 и 2 года, вы знаете, 1 год я очень хорошо его помню, потому что мы с Маргаритой Михайловной все 6 лет и прошли вместе. Это был, знаете, такой привычный формат отчета. Как система образования любит конференции, доклады, какие мы хорошие, как у нас все получается, как вот здесь здорово, хороший опыт. И уже на 1-й конференции стало понятно, что не об этом речь. Родители стали задавать вопросы, правильные вопросы, на которые мы сразу не могли ответить. И вот 1-я конференция поставила, по крайней мере, меня и нашу отрасль в тупик. А оказывается, что-то мы делаем свое, по нашему разумению, родители и дети ждут от нас совсем другого,
по их каким-то там причинам. И вот тогда мы и начали пробовать поднимать проблемы, говорить о неудобных вещах. Поверьте, это было очень сложно. И каждый год все больше и больше проблем мы поднимали. Все лучше, как мне кажется, у нас начинался выстраиваться диалог. Поэтому конференция, я присоединяюсь к пожеланиям Маргариты Михайловны, это в первую очередь диалог. Да, будут определенные какие-то докладные истории, но самое главное – это обсуждение. После каждой конференции выходит удивительная резолюция, сложная резолюция. Мы ее иногда месяц готовим, потому что мы начинаем согласовывать и вычищать. А правильно ли мы поняли друг друга? А все ли мы зафиксировали то, что хотели все стороны этих процессов? И потом мы реализуем эту резолюцию, исполняем. Это тоже неимоверно сложно. Вот сегодня я чуть позже буду говорить о программе. Мы к ней долго шли. И она вошла в конференцию прошлого года. Конференция была в мае, и только 26 апреля она была утверждена. Это было сложно. Но об этом надо говорить. От маленького до большого, от небольших нюансов, ситуаций до глобальных проблем. Потому что наша территория, наша республика, несмотря на большую территориальную разбросанность и километры, она отличается тем, что все очень готовы сотрудничать. Но просто мы иногда не знаем, как это сделать. И поэтому я призываю вас всех сегодня максимально отдаться, максимально пообщаться, задавать вопросы, фиксировать это все. Пусть конференция будет в 3 томах, но она должна быть, понимаете? И мы дальше уже на уровне правительства вместе с общественными организациями, и с Маргаритой Михайловной, с Юлией Михайловной, и с другими, мы уже организуем ее исполнение. Это важно. Поэтому 3 секции. Сегодня уже вы знаете, как они будут организованы работать. И мы здесь всех вас в 14:15 ждем для подведения итогов. Модераторы знают свои задачи. Мы озвучим основные моменты, что получилось обсудить. И наши удивительные дети, они тоже готовят нам концерты, выступления. Поэтому мы вас с удовольствием приглашаем сюда в 14:15 на подведение итогов. Ну а теперь, уважаемые коллеги, несколько моментов все-таки таких основополагающих для того, чтобы мы начали старт нашей конференции. И как раз, как я уже сказала, в моем небольшом выступлении акцент будет сделан на решение 5-й конференции инклюзивного образования, создания региональной программы. Как я уже сказала, эта программа... Идея программы и само создание этого документа обусловлены рядом трудностей, с которыми сталкиваются все отрасли. И образование, и здравоохранение, и все, которые в том или ином состоянии работают с человеком. Но прежде чем несколько вас погрузить в саму программу, кто с ней еще не знакомлен, все-таки тезисно, так как я курирую отрасль образования, я пройдусь по тем условиям, которые у нас уже созданы. Да, вы знаете, что у нас по типам и по уровням разделено образование, и уже начиная с дошкольного первого важного и главного этапа в жизни ребенка у нас создаются условия для обучения, воспитания и развития детей с особенностями. Вы знаете, что детки у нас имеют разный статус. Есть дети с инвалидностью, есть дети с ограниченными возможностями здоровья. И вот у нас только в системе дошкольного образования, охвачены образованием в той или иной степени, более 3000 детей с разными сложностями в развитии. Если говорить про систему школьного образования, то в нашей сети интегрированно либо индивидуально на дому обучаются более 5000 детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. Я цифрами вас загружать не буду, они есть на слайде, вы можете посмотреть. Кроме системы школьного образования, основных наших понятий, как мы работаем в школе, вы знаете, что уже больше 10 лет у нас в республике создан уникальный центр дистанционного обучения при нашем республиканском центре образования. И здесь идет не только обучающие процессы, опосредованно через компьютер, но и здесь центр переориентировал свою работу в последние годы на занятость внеурочную, внеклассную, на дополнительное образование. То есть важно не только сопровождать школьные процессы, но и дать возможность ребенку развить свои таланты, способности, выявить их в первую очередь.
Дальше, конечно, мы переходим в систему профессионального образования. И, коллеги, если еще первая, вторая конференция мы говорили о единичных случаях организации получения нашими детьми и профессий, и специальности, то ежегодно все больше и больше мы открываем таких групп. Буквально 2 недели назад я подписала очередной приказ, где мы определили, в каком техникуме, в каком колледже, какие группы будут работать. И я хочу отдать должное нашим руководителям техникумов и колледжей, которые открыто и не боясь организуют эту работу. Сегодня по всей республике наши дети смогут получить профессию. Причем как идет эта работа? Это не работа, вот что есть, то мы и откроем на 10, на 15 человек. Мы сначала изучаем потребности детей, которые учатся в специальных коррекционных школах, дети, которые учатся в школах, родители в первую очередь. А куда дальше? Попробовать эту профессию, либо позволяют здоровье, возможности попробовать получить специальность. И это не только Сыктывкар. Практически мы готовы и уже открываем во всех наших учреждениях профобразования, где они есть в муниципалитетах, такие группы. Поэтому, если кто-то об этом впервые слышит или нужна какая-то дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к нам. И здесь просто я почему делаю особое отступление? Потому что за школой жизнь и образование не заканчивается. Нам надо дальше, чтобы ребенок получил профессию. И наша же задача дальше, чтобы он был трудоустроен. И, как правильно вот коллеги уже говорили, дальше работал и состоялся вот как профессионал в этой жизни. Это все возможно и реально. Мы видим это на своих примерах. Конечно же, мы открываем для таких детей в прямом и переносном смысле учреждения доп. Образования. И тоже еще несколько лет назад мы делали первые шаги. Было сложно, потому что доп. Образование – это спорт, творчество, это, знаете, такое что-то удивительное, и педагоги были не готовы. И сейчас у нас уже более 15 адаптированных программ дополнительного образования реализуется. Здесь мы тоже стараемся все больше и больше детей инклюзивно вовлечь в систему доп. Образования. Если у них есть трудности в освоении школьной программы, но почему бы им не состояться и не быть успешными, и не быть нужными, чувствовать себя нужными как раз в системе дополнительного образования? Эта задача перед нами остается. На всех процессах, где бы он ни учился, где бы он ни воспитывался, наш ребенок, важно психолого-медико-педагогическое сопровождение. Вы знаете, у нас работают во всех территориях наши ПМПК, и важно, и мы ориентировали в последнее время ПМПК на очень раннюю работу с семьями. То есть это не когда уже надо идти в школу и определить, пожалуйста, маршрут, условия, чтобы школа понимала, что делать. Нет, нам важно создать такие условия и в дошкольной системе образования. То есть ребенку 2 годика, 3 годика мы настоятельно предлагаем родителям пройти через эти комиссии, чтобы понять, где точки развития, где какие условия создать, и попробовать включить этого ребенка в большую систему дошкольного образования. Ну, если по цифрам, у нас достаточно много таких специалистов, но здесь важно постоянно повышать их квалификацию, в том числе вот площадка конференции является такой возможностью для обмена опытом своего профессионального мастерства. Вы знаете, что сейчас мы реализуем мероприятие национального проекта образования, уже 4-й год мы в нацпроекте, и как раз в рамках ключевого федерального и регионального проекта «Современная школа» мы создаем условия. Те, кто здесь, я вижу и директоров специальных коррекционных школ, и сотрудников, и родителей, вы знаете, как меняется инфраструктура. Как меняются условия, какое оборудование, какие мастерские, какие кабинеты узких специалистов, как это мероприятие нацпроекта позволяет совсем по-другому организовать учебный процесс с увлечением и с пользой. Поэтому те, кто еще не был в нашей обновленной системе коррекционного образования, добро пожаловать. Каждый год по 2, по 3 школы мы обновляем. В этом году у нас задача обновить с таким современным оборудованием еще 3 школы. И здесь, уверена, у нас все получится. Дорогие коллеги, теперь я готова уже как раз перейти к краткому освещению программы. Ну, казалось бы, очередной нормативно-правовой документ. Ну, у нас и там регламентации, и законодательные на уровне законов, и постановления распоряжений, и ведомственные нормативные документы. Ну, сильно мы зарегламентированы. Я просто предполагаю, что есть и такое мнение в обществе, когда оценивается наша работа. Но, коллеги, программа, она на то и программа, что она идет от проблем через задачи к результату.
И, конечно, любая программа сопровождается финансовой составляющей. И вот тот опыт, о котором сегодня уже говорили, в инклюзивном образовании, он и позволил обозначить нам в первую очередь ряд проблем. Те проблемы, о которых, в общем-то, я уже говорила, и та инфраструктура, которая у нас есть, и педагоги, которым необходимо значительно и совсем по-иному повышать свой уровень квалификации, и совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения и ряд других. И вот осознание этого момента явилось как раз вот тот пункт в резолюции 5-й конференции «Организация и принятие этой программы». Кроме того, параллельно такое же поручение пошло от главы Республики Коми, когда прошло одно из заседаний Совета по делам инвалидов. Кроме того, как раз в эти же сроки, то есть насколько мы, коллеги, с вами встроены в общее понимание, пришло поручение заместителя правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой как раз по этим же направлениям. Вот мы ее разработали и утвердили. Я благодарю всех участников разработки этой программы. Здесь много присутствует. И действительно, Маргарита Михайловна подчеркнула, коллеги подчеркивали, что важно было не разработать ее нам. Я имею в виду нам, это вот там правительству, законодательной власти, структурам. Важно было обсудить это с родителями. Коллеги, обсуждения были очень сложные, многочасовые и многоразовые. Предполагаю, что не все, что шло снизу от родителей, от семей, от детей, все вошло. Но программа разработана на 2022-2024 год. Это документ, который может быть откорректирован, либо он у нас выйдет потом в нечто уже дальнейшее. Про сроки я сказала, финансовая составляющая незначительная, но вместе с тем почти 500 000 рублей у нас заложено на реализацию программы в разные годы. Осуществлять мы будем за счет разных бюджетов, не только республиканского уровня, но и местных бюджетов. Исполнителей очень много, соисполнителей, исполнителей и участников этой программы. Здесь привлечены были все, как я уже говорила, стороны, которые каждый день живут, взаимодействуют с семьей и с ребенком. Основные разделы программы сейчас вы увидите на слайде, да. Программа все-таки это нормативный документ, имеет свою особенную структуру, поэтому мы попробовали укрупненно представить разделы и, конечно, будем дальше совершенствовать правовое регулирование этих процессов. Не все у нас отрегулировано на территории Республики Коми, а много полномочий у нас для этого есть в нашем субъекте. Конечно, будем предоставлять, развивать обеспечение условий для реализации равных прав наших детей на получение качественного образования. Безусловно, как я уже говорила, подготовка и переподготовка кадров. Ну и самое главное, это мониторинг постоянной той ситуации, которая есть здесь сейчас, и определение реперных точек для дальнейшего развития. Система мероприятий тоже представлена, останавливаться, коллеги, я на ней не буду. Вы можете познакомиться с программой на нашем сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И, конечно, если у вас возникают предложения, мы с удовольствием их примем в работу. Таким образом, мы постарались вот этой программой предусмотреть полный комплекс мероприятий, направленных на развитие инклюзивного образования и повышение роли межведомственного взаимодействия в реализации этих мероприятий. Поставили, конечно же, мы целевые индикаторы, то есть любая программа имеет ориентиры, вы тоже их видите на слайде. То есть здесь мы в долевом соотношении определили себе показатели, и, конечно, мы должны работать на повышение и не только на формальное повышение по количеству, но и самое главное по качеству. И уверена, что вот как раз эта конференция с учетом особенностей ее проведения позволит нам сделать первые шаги в этом направлении. Уважаемые коллеги, завершая краткое информирование вас о том, что мы сделали, я хочу еще раз вернуться к сегодняшнему дню. Прошу настроиться всех на продуктивную работу. Организационно мы попробовали все отрегулировать. Если какие-то вопросы, с нами работают волонтеры нашего центра, специалисты нашего центра, поэтому обращайтесь. И плодотворной работы и открытого диалога, открытого микрофона, открытого обсуждения. Но вместе с тем, не увлекайтесь, 14:15, нам бы хотелось все-таки уже подводить итоги. Большое спасибо, коллеги, за внимание. Всем хорошего дня.
Большое спасибо. Объявляется 5-минутный перерыв и начинается работа тематических площадок. Участников первой тематической площадки